Я приветствую всех участников нашего мини-митинга. Ребята, смедовичане, хочу представить уважаемых гостей, которые приехали к нам в поселок Смедович на станцию ИН для того, чтобы рассказать об удивительном событии, которое произошло более 100 лет назад. Но мы с вами, конечно, уже о нем знаем, да, потому что у нас есть мемориальная доска, посвященная Владимиру Клавдевичу Арсеньеву, который, ребята, на станции ИН в 1917 году открыл и начал Кур-Алгонскую экспедицию. Ну, кто не знает, очень кратко. Владимир Клавдевич Арсеньев – известный путешественник, исследователь, этнограф, ребята. И он совершил очень много экспедиций по территории Дальнего Востока. Только через горы Сихотэ-Олень он со своей экспедицией перешел почти 20 раз. До его деятельности Дальний Восток был белое пятно практически, ничего здесь не было исследовано. И когда приехал Владимир Клавдевич во Владивосток, он так здесь и остался, хотя ему пророчили очень большую карьеру военного. Хочется сказать, что в 1922 году Владимир Клавдевич посетил территорию нашего Смедовического района, спускаясь на катере «Сатурн» по Амуру и затем в Тунгуску, нашу реку. И, значит, немного позже, через несколько дней, Владимир Клавдевич со своей экспедицией приезжает на станцию ИН, где нанимают подводу, это, значит, лошадей, да, для того, чтобы довести свой груз до станции, до реки Ин и отправиться в экспедицию, о которой мы говорим. Хочется сказать, что в результате этой экспедиции было открыто очень много сделано исследований, много сделано открытий. Его труд после экспедиции составил 149 листов. Для других ученых это хватило бы несколько лет, чтобы проводить такие исследования. И поэтому, ребята, нам нужно с вами помнить, что вот такой человек вложил свой вклад в исследование нашего района, и это он природу района, и отразил это все в своем рассказе об удивительной прекрасной природе реки Ин, реки Тунгуски. Вот это мы с вами должны помнить. Сейчас я предоставляю слово Георгию Дмитриевичу Никонову, заместителя председателя правительства, постоянного представителя Республики Саха-Якутия. Единственное, только сейчас еще добавлю, что в 2012 году была у нас открыта эта мемориальная доска, и посвящена она была 140-летию Владимира Клавдевича Арсеньева и 95-летию именно вот Кур-Алгонской экспедиции. Пожалуйста. Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые дети, разрешите нас представить нашу маленькую экспедицию. Наша экспедиция называется «Пути великих свершений». У нас где-то 9-я, по-моему, экспедиция, которую мы делаем по Хабаровскому краю, по республике Саха-Якутия. Первые экспедиции мы делали Охотск, Аян, Чумикан. Вы, наверное, такие места слышали, да? Советская гавань, Николаевск на Амуре. И в прошлом году, в честь 75-летия Победы, мы делали экспедицию по Сахалину. Но тоже очень большая история, и для нас очень было познавательно и для популяризации Великой Отечественной войны, наших подвигов наших предков. Вот эти экспедиции у нас совершаются. Но эта экспедиция, вот все сегодня объяснили, как говорится, в 2017 году, 21-22 ноября, Владимир Клавдевич Арсеньев был здесь и начинал так называемую, тогда назывался Алгон-Гуринская экспедиция. И отсюда все начиналось. Экспедиция была зимой, очень тяжелое время, 17-18 год, вы сами понимаете, как раз революция. И где-то она короткая, 583 километра всего лишь, но она была по таким местам, которые мы сегодня не можем проехать. Проект этой экспедиции мы делали года 3 назад, что проедем по этим местам, посмотрим, посравним, что изменилось,
что случилось в это время, какие изменения, как народ живет. Но оказалась экспедиция очень сложная, потому что где-то посередине 200 километров относительно вокруг Банджарского хребта никакой дороги, никакого питания сейчас в наше время нет. И поэтому мы услышали в 2012 году Василий Васильевич Горобейко, который, будучи здесь, начиная свою экспедицию, поставил вот эту мемориальную доску. Мы тоже начинаем здесь. Мы думали, он проехал весь маршрут. Но вчера мы с ним тоже встретились, он дошел только до Кукана, до Волгона. Но примерно в этом году такой же маршрут, наверное. И мы, в отличие от той экспедиции, думаем с той стороны проехать, со стороны Комсомольска на Амуре, озеро Болонь, через озеро Болонь, Малмыж. И тоже думаем проехать, сколько мы сможем проехать, сколько и проедем. Ну, цель, задача нашей экспедиции, это все-таки, еще раз повторяюсь, это популяризация Владимира Клавдиевича Арсеньева, популяризация нашей истории, популяризация подвига наших предков, которые открыли это место, освоили, и люди, которые знают это место, люди, которые знают историю, это будут настоящими патриотами нашей страны, нашей Родины, нашего Дальнего Востока. Ну, давайте, Сидорович, Возлагаем цветы. возлагаем цветы. Наверное, сюда, да? Да. Так. Тук-тук-тук, и где он тут? Давайте общее фотографирование. Нет, подождите, Всё, давай. давайте. Повторите. Я хочу вручить, Георгий Дмитриевич, вот хочу, значит, книгу от нашей администрации. Мы выпустили вот такую книгу «Смедовический район» вместе со всей Россией. Чтобы вы помнили, что вы были у нас в гостях. Вот. И, конечно же, будем рады еще вас принять. Поэтому Спасибо. вот на память вам такая книга. Спасибо. Снимаем. Общее фотографирование. Подождите, стойте еще. Так, а чем мы закрыли эти цветы? Мы выпустили 6 томов книги «Пути великих свершений». Здесь история Дальнего Востока, это не Якутия. Здесь систематизация истории. Вы знаете, что город Якутск – самый старый город в Дальнем Востоке. Все открытия в Дальнем Востоке, все наши вот эти земли, вплоть до Северной Америки, открыты были с Якутска. Поэтому у нас получилось, когда мы издавали историю на систематизации истории Дальнего Востока. У нас пишет, вот у нас возникла еврейская область, как в 30-м году что-то приехали, сделали. А такого не было, все открылись тогда еще оттуда. Сахалин приезжаем, там Сахалин откуда-то появился Сахалин. Поэтому вот Ой, спасибо большое. Все. А вот я вам еще даю. Вот еще. Тут наши статьи наших учеников. Это очень интересно. Наших учеников, это самое, да. вот, это нам, для нас очень интересно. Спасибо. Описывает Арсеньев о своей поездке в дневнике. Вот. Дневник был написан вручную, и нам пришлось с лупой сидеть, расшифровывать и в Word напечатывать этот дневник. Ну, очень интересное там событие происходит. И мы понимаем, что здесь жили очень местные народы, которые предполагаем, что наверняка был типа шелкового пути, отсюда, видимо, с Китаем были сообщения, купцы жили и так далее. И у нас поездка сейчас предстоит в Биробиджан, от Биробиджана в Кукан. Вот, Кукан, и дальше Кукана есть там село Талакан, оно называется якутское село, и нам это очень интересно там побывать на этом месте. Вот. Хотели бы вообще, чтобы местные жители знали об этом, и во всяком случае в целях популяризации работы Арсеньева вот, мы вот эту поездку совершаем. Вот. Ну, в принципе, все. Ага. Вот в школе мы, значит, подарили электронную версию флешку книги. Вот. А так, конечно, мы желаем, чтобы у вас в школе все было хорошо. Пятерки. У вас какой класс? 9. ОГЭ, да? ОГЭ уже надо сделать ОГЭ. Вот. Поэтому пожелаем вам
крепкого здоровья. Вот. Самое главное, затепля. Все, спасибо. Давайте сфотографируемся. Давай. Николаевна, ну не могу я фотографировать. Последний еще. Маленький,